Это актуальное интервью, в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В этом году исполнилось 100 лет со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации и контрольно-ревизионного управления Наркомфина Якутской АСР. По всей стране органы внутреннего контроля отмечали эту знаменательную дату. 27 октября в Минфине России состоялось итоговое торжественное мероприятие с участием органов контроля всех субъектов страны. От нашей республики в торжественном мероприятии приняла участие Варвара Иванова, заместитель министра финансов республики Саха-Якутия. И она сегодня гостья у нас в студии. Варвара Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и расскажите об этом знаковом событии. Действительно, этот год ознаменован у нас столетием контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации. И действительно, Российская Федерация уделила очень большое внимание этому мероприятию. Была очень такая хорошая, солидная комиссия создана под председательством министра финансов Российской Федерации, а также план утвержден был председателем правительства Медведевым. И итоговое совещание состоялось 27 октября. И действительно, я приняла участие от имени республики, а также от федерального казначейства, руководитель федерального казначейства по республике Саха-Якутия Куклин Алексей Валерьевич и заместитель руководителя Березкина Любовь Георгиевна приняли участие в этом торжественном мероприятии. На мероприятии были зачитаны поздравительные слова от президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, от председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича. Также участвовали представители Счетной палаты, Министерства финансов Российской Федерации, федерального казначейства, территориальные подразделения, а также органы внутреннего государственного финансового контроля, субъектовые, да, и, соответственно, все отметили важную роль контролеров, ревизоров всей страны за вековую историю и отметили немаловажную роль формирования именно и развития государства, развития нашей страны. И, соответственно, также на этом торжественном мероприятии отметили наградами представителей федерального казначейства и субъектов Российской Федерации. Ну и говоря о субъектах, какие мероприятия были проведены на уровне нашей республики? В нашей республике, так же как и по всей стране, так же как и в других субъектах, был утвержден план мероприятий председателем правительства. И ряд мероприятий мы провели, я считаю, что на очень высоком уровне. И в первую очередь мероприятия были направлены на популяризацию профессии ревизора, повышение значимости и престижа. С этой целью, конечно же, мы проводили классные часы, например, в школах. Мы провели конкурс совместно с Управлением федерального казначейства среди школьников, среди студентов и среди муниципальных образований, конкурс видеороликов. Что такое профессия ревизор? Также на базе Министерства финансов и в рамках также реализации проекта «Твой опыт», это впервые у нас проводится, ну, мы до этого тоже постоянно проводили, но решили приурочить именно столетию на базе Министерства финансов стажировки муниципальных ревизоров провели. Также была проведена совместно с Управлением федерального казначейства деловая игра среди всех контролеров с участием Счетной палаты Республики Саха-Якутия, Управления федерального казначейства, Министерства финансов и органов муниципального финансового контроля. Эти мероприятия провели также, самое важное, это, я считаю, что мы провели мероприятия с участием наших ветеранов контрольно-ревизионных органов. Было очень много встреч со студентами, с молодыми ревизорами. Наши ветераны, они постоянно передают опыт подрастающему поколению, в том числе путем этих много было мероприятий. Ну и раз уж мы заговорили о ревизорах, какие функции в этой части выполняет Минфин региона? Ну, Министерство финансов Республики Саха-Якутия у нас в республике осуществляет внутренний государственный финансовый контроль и контроль в сфере закупок. И действительно, у нас
Мы проводим контрольные мероприятия по все выделенные средства мы должны контролировать. Соответственно, у нас свыше 11 тысяч объектов контроля. Проводим контрольные мероприятия путем выездных проверок. Проводится весь комплекс мер, то есть реализация полностью. Это контрольные мероприятия, вынесение представлений, предписаний, взаимодействие с другими органами, в том числе с правоохранительными, а также во исполнение поручений главы и председателя правительства. Очень много мероприятий мы проводим контрольных. Ну и вот вы сказали о повышении престижа профессии ревизора. Расскажите, что же это за профессия и чем он занимается? Ну вот, со времен существования государства, когда появились первые общественные деньги, их надо контролировать. И, соответственно, это очень древняя профессия. То есть, получается, общественные деньги, бюджетные средства, они всегда подлежат контролю. И профессия ревизора, она всегда существовала и будет существовать. Потому что и на самом деле предполагает контроль, но при этом не только целью наказания, а чтобы именно выявить какие-то проблемные моменты и добиться того, чтобы бюджетные средства работали на результат, на эффект. И при этом хочется отметить, что это очень интересная профессия. Она связана с командировками, а также связана с тем, что каждый раз человек, контролер, ревизор, погружается в разную сферу. То есть сегодня ты проверяешь это, завтра ты другую отрасль. При этом надо очень быть грамотным. И на самом деле самое главное, мне кажется, это характер. Это чувство ответственности, порядочности, обостренное чувство справедливости. И всеми этими качествами я считаю, что ревизоры республики обладают. Поэтому я призываю тоже молодежь идти в эту профессию. Она очень интересная, очень много можно узнать. И, соответственно, человек, который работал ревизором, может работать абсолютно в любой сфере. 100 лет — это огромный промежуток времени. Вот какие глобальные изменения произошли за это время? Ну, действительно, глобальные изменения, конечно, они произошли тоже с развитием нашего государства, с развитием. Если раньше, конечно же, ревизор, он ходил пешком, если он применял какой-то ручной метод с применением бумаги и карандаша, конечно же, сейчас развитие информационных технологий у нас ушло вперед, и мы используем, конечно, очень много информационных технологий, инструменты появились, у нас есть доступ к базам, и, соответственно, мы можем очень много удаленно смотреть, охват тем самым увеличился, но при этом хочется отметить, что цели и задачи остались те же, чтобы действительно бюджетные деньги дошли до народа, чтобы дали эффект. И на самом деле хочется сказать, что мы же видим, что как наша республика развивается, что у нас строится очень много объектов, строится очень много дорог. И мы тоже можем сказать, что приложили тоже к этому, то есть мы всегда на контроле, и можно, и задачи тоже перед нами ставит глава республики, чтобы все эти деньги, которые мы получили, дошли до народа, и, соответственно, в виде возведенных объектов, в виде всего того, что происходит. Очень много строительства, сами обратите внимание, по переселению очень много. То есть наша республика, руководство очень много работает на то, чтобы получить эти деньги, и, соответственно, они должны быть проконтролированы. И я тоже уверена, что мы тоже к этому приложили, то есть мы это тоже работаем все над этим. Но это что касается изменений, которые произошли за последний век. А планируется ли сегодня внесение изменений в действующие законы в части работы ревизоров? Да, действительно, очень много сделано. Но прежде всего, очень много нормативных правовых актов принято за последние годы.
Это в основу, конечно, заложил бюджетный кодекс. 25 лет назад у нас появился отдельный бюджетный кодекс, где конкретно правовую основу получил вот государственный финансовый контроль. И, соответственно, 25 лет этому кодексу, но при этом именно в области контроля очень много работы было проделано за последние 10 лет. Это, я считаю, что это Минфин России как регулятор в сфере вот бюджетного законодательства. Они создали рабочую группу именно по совершенствованию государственного финансового контроля 10 лет тому назад. И Республика Саха-Якутия является вот активным членом этой рабочей группы. И результатом работы этой группы является вот принятие нормативно-правовых актов. В первую очередь это стандартов. То есть те стандарты, которые у нас приняты постановлениями правительства, по которым работает вся страна, все ревизоры, в том числе объекты контроля. И дальше будет работа тоже продолжена. Очень много работы предстоит, потому что вопросов, конечно, возникает очень много. И, соответственно, работа именно в рамках нормотворчества будет продолжена. И каким образом происходит планирование работы, деятельности ревизоров? Планирование контрольно-ревизионной деятельности у нас применяется с учетом рискоориентированного подхода. То есть сплошным методом все невозможно охватить, соответственно, оцениваются риски. Это опять-таки с учетом информационных технологий, есть у нас специальные программы, и оцениваются риски, и мы идем туда, где есть высокий риск. Соответственно, то есть не все. И в этой связи, да, думаю, что это самое правильное, то есть мы не должны за каждым объектом ревизора представлять, да, то есть должны идти туда, где есть высокий риск совершения. И говоря о планировании работы, да, и о планах на будущее, какие задачи сегодня стоят перед ревизорами? Вообще в целом, не только перед ревизорами, в целом перед всеми участниками, да, бюджетного процесса, это все бюджетополучатели, я думаю, стоит задача именно по развитию внутреннего финансового аудита. Вот я как уже сказала, да, мы применяем рискоориентированный подход, и, соответственно, мы идем только туда, точечно, выборочно, где есть высокий риск. И, соответственно, вот каждый, кто получает бюджетные средства, каждое учреждение, оно должно у себя развить вот систему внутреннего финансового аудита. То есть это задача, которая перед нами стоит. То есть каждый сам должен контролировать себя и, соответственно, предлагать какие-то эффективные методы, чтобы деньги работали эффективно. И это одна из важнейших задач всех участников бюджетного процесса, я считаю. А также вторая задача, все-таки я считаю, что нужно развивать муниципальный финансовый контроль, потому что это тоже отметили Министерство финансов Российской Федерации, потому что если на субъектовом уровне еще более-менее, то, конечно же, на муниципальном уровне у нас проблемы. Это развитие муниципального финансового контроля. Спасибо вам большое, что поделились этой полезной информацией. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.